Сегодня мы отправимся в самое сердце Ингушетии, где среди горных вершин возвышаются древние башни, и расскажем, как они строились и какую роль они играли в жизни ингушей. Одной из главных особенностей ингушской архитектуры были родовые башни. Каждое поселение состояло из нескольких башен, которые принадлежали разным тейпам. Они служили не просто жилищами, а настоящими крепостями, защищающими семьи от врагов и стихий. Башни строились из обработанных камней без использования цемента или раствора. Камни подгоняли так точно, что даже спустя сотни лет стены остаются прочными. Высота башен могла достигать 25-30 метров, а толщина стен в нижней части до 1,5 метров. Строительство ингушских башен подчинялось строгим срокам. Их необходимо было возвести за год. Если постройку не завершали в срок, это считалось позором для семьи. Недостроенная башня символизировала слабость, неспособность рода защитить себя, а иногда и вовсе становилась объектом насмешек. В некоторых случаях ее могли разрушить, чтобы не оставить в истории след неудачи. Однако такое случалось редко, поскольку к строительству привлекали большое количество людей, а сам процесс тщательно организовывался. Ключевую роль в возведении башен играли мастера-каменщики. Они были элитой своего времени, обладали уникальными знаниями и передавали свои навыки из поколения в поколение. Их труд ценился наравне с воинским мастерством, а за успешное строительство башни мастера могли получить не только достойное вознаграждение, но и почет в обществе. На некоторых башнях до сих пор можно увидеть знаки, которые служили своеобразной подписью строителя. Здесь нам показывают горную Ингушетию. Это работа Аслана Хашакульгова из гипса. Здесь нам показывают боевые башни, полубоевые и жилые башни. Также солнечные могильники, наземные и подземные. Жилые башни были многоуровневыми. Первый этаж отводился для домашнего скота, второй и третий для проживания семьи, а верхний служил для хранения запасов. Узкие окна бойниц не только обеспечивали свет, но и позволяли вести оборону в случае нападения. Помимо жилых строений, ингуши строили боевые башни. Их возводили на стратегически важных высотах, откуда можно было контролировать долины и перевалы. Боевые башни отличались высокой и узкой конструкцией. Вход в них часто находился на уровне второго этажа, а внутрь можно было попасть только с помощью приставной лестницы, которую в случае опасности убирали. Самая высокая башня, она доходила до 36 метров. Первый этаж это был подсобным, вход был со второго этажа. Строили башни, именно боевая башня, она строилась без фундамента. То есть от земли. Ночью они поливали молоко на землю, и если молоко быстро просачивается, значит земля она была непригодна для строительства башни. Ингушские башни – это не только архитектурные шедевры, но и настоящие книги из камня. На многих из них можно увидеть высеченные древние символы. Например, солнечные знаки символизировали бесконечность жизни, зигзагообразные линии означали защиту от злых сил, а изображения зверей говорили о родовых тотемах. Большинство из этих символов до сих пор остаются загадкой для исследователей. Несмотря на то, что многим ингушским башням уже несколько сотен лет, они продолжают оставаться важной частью культуры народа. Некоторые из них, к сожалению, утратили целостность, но они реставрируются и становятся объектами исторического наследия. Сейчас в Ингушетии ведутся работы по сохранению башенных комплексов. Вовнушки, Таргим, Эрзи и другие памятники привлекают туристов со всего мира. Эти места стали не только символом национальной гордости, но и живыми музеями под открытым небом. Ингушские башни – это больше, чем каменные строения. Это символ стойкости, чести и традиций народа.